Привет, друзья! Ну что ж, отличная погода для велопрогулки, но я думаю, нам стоит это сделать с огромной пользой. Гостем сегодняшнего выпуска является Сергей Геннадьевич Слепцов, сотрудник Якутского музея имени Емельяна Ярославского, член Якутского отделения военно-исторического общества, который проводит очень интересные экскурсии по нашему городу. И сегодня он нам покажет неочевидные исторические места, о которых вы могли не знать. Сережа, привет! Привет! Ага, ну что ж, готов? Да, я готов начать экскурсию. Хорошо, поехали. Ну, я думаю, нам стоит начать экскурсию какого-то определенного места, с определенной точки. Откуда, интересно? Мы начнем с территории нашего Якутского музея имени Ярославского. Отлично, поехали. Сергей, скажите, пожалуйста, почему нашу экскурсию стоит начать именно с территории музея имени Емельяна Ярославского? Экскурсию стоит начать с этого места, потому что территория музея Ярославского – это одна из старейших территорий города Якутска. На самом деле, по старине разве что уступает только вот району старого города по улице Чернышевского. Потому что здесь, на территории музея, современной, еще во второй половине 17 века был основан Якутский Спасский мужской монастырь. И у нас под ногами вот находится этот монастырь, точнее его постройки, остатки какие-то наверняка остались. Вот это дело археологов их раскопать. Это был целый комплекс построек на самом деле в 17, 18, 19 веках. Сюда входили стены, сначала деревянные, потом каменные стены даже здесь были, окружавшие эту территорию монастырскую. И целый комплекс как хозяйственных построек, различных амбаров, келей, так и церкви, разумеется, здесь были. Несколько их тут было, и тоже и деревянные, и каменные. И вот эта территория только в 20 веке была передана музею после упразднения монастыря. Сейчас представляет такое настоящее поле сокровищ для археологов будущих. Здесь очень много интересного, что можно найти, но и вот если как бы прищуриться, можно найти какие-то остатки монастыря, поскольку нам о том, что это была такая центр духовности вообще Якутии, напоминает, вот, скажем, часовня в честь Иннокентия Вениаминова, бывшего настоятелем Спасского монастыря в 19 веке. Ну и самое главное, это архитектурный памятник регионального значения, главное здание Якутского музея, которое в начале 20 века начиналось строиться как архиерейские покои Спасского мужского монастыря. Так, вы являетесь сотрудником Якутского музея имени Емельяна Ярославского, и, наверное, нам стоит узнать, какой период истории нашего края рассказывает экспозиция музея Ярославского. В нашем музее есть целый отдел, посвященный истории Якутии. Но основное внимание в нашей экспозиции уделено периоду истории с 17 по 20 век. Соответственно, 17 век – это момент присоединения Якутии к российскому государству, и до 20 века, который вообще как бы один из самых таких периодов в истории, ну, не только Якутии и России, насыщен различными событиями, и революционными, и эволюционными. Спасибо. Так, мы сейчас находимся вот в территории музея имени Емельяна Ярославского. И, насколько я знаю, музей имени Ярославского, то есть имя Ярославского присвоили в 1924, если я не ошибаюсь. И в Якутске еще есть улицы, да, одноименная улица Ярославского. Мы можем туда поехать, и вы можете нам рассказать, какие интересные достопримечательности можно найти именно по этой улице? Да, конечно. Вперед. Интересно, насколько популярны вот такие полезные велопрогулки именно с исторической точки зрения, просветительской?
Ну, на велосипеде вполне можно посещать исторические места, но проблема в том, у нас в городе, чтобы эти исторические места найти. Потому что, к большому сожалению, в Якутске от старого города практически ничего не осталось. Вот, но места есть интересные, и вот как раз сегодня мы их попробуем посетить. Хорошо. И это, наверное, еще как раз останется как маршрут для будущих велопрогулок, ну, любителей. Да, ну вообще как бы идея, чтобы не только мы посетили на велосипеде эти места, но и те, кто вот этот ролик посмотрит. Мы сейчас на улице Ярославского в самом начале. Сейчас эта улица хоть и центральная, но, так скажем, может, не считается, да, совсем центром. Но на самом деле улица тоже историческая. Она одна из старейших в нашем городе. И когда-то она называлась улицей Полицейской. Называлась она потому, что здесь управление полицией на этой улице располагалось примерно в середине. Мы еще будем на этом месте. И множество исторических событий города Якутска произошло на этой улице. И вот рядом с одним таким историческим событием мы, в общем, с вами сейчас и находимся. У меня за спиной дом находится старинный, такой вот осколок Якутска, фактически 19 века, потому что год постройки у этого дома считается где-то около 1880 года. И это классический городской дом якутский, вот практически весь город из таких домов состоял, в таком северо-русском стиле он построен. Принадлежал он зажиточному горожанину Якуту Романову, и это был доходный дом. Вот. Сейчас многие, наверное, уже не знают, что такое доходные дома, а вот в 19-м, начале 20 века в Якутске почти множество домов были доходными, то есть это дома, которые домовладелец сдавал в наем. Да, то есть это наемные квартиры фактически. Да, вот в таком доме могло находиться несколько таких квартир. Но дом знаменит не только тем, что он сохранился, что вообще-то редкость, конечно, для современного Якутска. Здесь в этом доме сейчас находится филиал нашего Якутского музея имени Ярославского, называется который «Якутская ссылка». И филиал нашего музея здесь размещен не случайно, потому что в 1904 году, в начале 20 века, во время революционных событий, этот дом прославился как дом вооруженного протеста якутских политических ссыльных. Здесь квартиру снимали несколько политических ссыльных, и вот в ответ на ужесточение их содержания в городе они решили объявить вооруженный протест. То есть в доме собралось несколько десятков ссыльных, они там заперлись, они были вооружены и предъявили, значит, требования местным властям, чтобы они вот эти вот условия их содержания как бы улучшили. Ну, протест завершился фактически штурмом этого дома. Ну, несколько человек было ранено, несколько погибло. Вот, и с тех пор этот дом известен как дом Романовского протеста или Романовка. Вот хочу сказать, что экспозиция сейчас, которая находится в Романовке, вот не случайно музей называется «Якутская ссылка», потому что политические ссыльные – это только одна из категорий ссыльных, которые были в Якутии в 19 веке. На самом деле ссыльных было гораздо больше разных категорий, и самые из них интересные – это уголовные, по уголовным преступлениям ссыльные и ссыльные по религиозным преступлениям. И вот эти, если о политической ссылке многие знают, то вот об этих ссылках уголовные и религиозные знают немногие. Я всем рекомендую посетить вот наш филиал и узнать много интересного. По улице Мне очень показалась улица Ярославского интересной, вот только начало, да, и уже такой памятник, который охватывает период истории, очень интересный. И давай мы немножко пройдем тогда по улице Ярославского, и я думаю, что впереди еще много интересного. Сергей, скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы стать историком, который занимается именно просвещением широкой массы, культурным, да, просвещением, наверное, надо читать очень много книг. У вас
ну, насколько богата ваша библиотека и какую часть вашей библиотеки охватывает книги на историческую, краеведческую тему? Ну да, чтобы интересоваться историей, вообще хорошо бы иметь, не, в смысле, чтобы интересоваться историей, надо действительно иметь хорошую библиотеку, но вот чтобы заниматься просвещением или научной работой, желательно все-таки иметь профильное историческое образование, а оно у меня есть. Я заканчивал Якутский государственный университет, исторический факультет, где много можно узнать о истории, в том числе и истории Якутии. Ну, а, естественно, любой интересующийся историей расширяет свой кругозор благодаря книгам. В последнее время книг о истории Якутии выпускают, ну, не сказать, чтобы достаточно, но все-таки их можно найти в наших местных книжных магазинах. И я вот всем советую читать, потому что в истории Якутии все еще есть белые пятна, и всегда можно открыть для себя что-то новое. Вот в Национальной библиотеке Якутии, да, там тоже есть свой краеведческий фонд, детская литература, и, наверное, было что-то другого. Да, Национальная библиотека – это вот одно из главных мест, где можно найти и современные, и, самое главное, старинные издания, которые очень важны и интересны. И не только издания, но и периодическую литературу. Вот для изучения начала 20 века, например, очень важны газеты, которые, как я знаю, вот, хранятся в Национальной библиотеке в специальном отделе периодики. Это Якутская окраина, Якутский край, да. Они все у нас еще представлены в электронном варианте, то есть можно зайти на сайт электронной библиотеки и спокойно можно прочитать. Конечно, там не будет такого ощущения, да, запах старинных газет, но тем не менее какую-то нужную информацию можно заслушать. Вот мы сейчас остаемся на улице Ярославского, и на первый взгляд мы остановились на не сильно приметном месте, где вроде как нет никаких исторических объектов, но для истории улицы Ярославского это место достаточно важное, потому что когда-то в 19 веке это был один из центров города. Вот мы сейчас рядом с перекрестком улиц Ярославского и Октябрьской находимся. Раньше это место было гораздо более оживленное. И улица Октябрьская продолжалась дальше. Сейчас здесь тупик, а раньше улица уходила туда, к берегу. Называлась она Никола-Преображенская и связывала два храма города Якутска важных. Это Преображенский храм, который вот как раз вот там вот у берега стоит, и Никольский храм, который стоит по улице Октябрьской. Они и сейчас стоят, в общем. И очень оживленное это место было. Но самое главное, здесь, на этом перекрестке, вот буквально где находится сейчас магазин мини-хозмаркет, когда-то стояло то самое полицейское управление, которое дало имя всей этой улице в свое время. То есть улица Полицейская. Вот. И на многих старинных фотографиях это место запечатлено, оно очень узнаваемое, потому что еще во дворе этого полицейского управления стояла пожарная каланча. Она была деревянная, но это было самое высокое здание города Якутска 19 века. И опять же есть тоже много фотографий, сделанных с этой каланчи, где вот такие панорамы города старинного. И для жителей это было такое знаковое место. Здесь опять же, вот, поскольку пожарная каланча, здесь пожарная команда города Якутска располагалась. Было такое место проходное, но вот, к сожалению, это для Якутска вообще современного достаточно характерно. Ничего, чтобы напоминало о вот этой старинной истории, здесь не осталось никаких объектов, но память осталась, и мы вот как бы дань этой памяти отдаем. Но о том, что здесь, кстати, было оживленное место, еще говорит то, что вот буквально недавно, пару лет назад, здесь неподалеку
здесь сейчас сквер учителя находится, проходили археологические раскопки, копали как раз 17, 18, 19 века и, в общем, доказали, что здесь буквально моментов основания Якутска жили очень активно люди. Вот по сравнению с предыдущим местом, да, где мы останавливались, вот здесь я смотрю, ну, как бы в довольно плачевном состоянии, но тем не менее сохранились какие-то памятники истории. Да, это улица, все еще улица Ярославского, и здесь вот действительно что-то осталось в плачевном состоянии, но все еще можно разглядеть Якутск вот 19-го, начала 20 века. И на самом деле вот на этом месте, таком не сильно притязательном и полуразрушенном, такое сосредоточие на самом деле памятников есть. И место тоже историческое и очень интересное. В конце 18-го, первой половины 19 века вот это вот место, современный перекресток улиц Кулаковского и Ярославского, это был квартал города, принадлежавший русско-американской торговой компании, которая занималась вот освоением Русской Америки, Аляски и Калифорнии. Здесь у них находился офис, здесь жили их сотрудники и подворья работников тоже находились. И вот среди этих работников этой конторы был купец Федор Шергин, который решил у себя во дворе, рядом со своим жилым домом, вырыть колодец. Естественно, он знал о вечной мерзлоте, уже тогда они и знали, но он надеялся, что вечную мерзлоту можно пробить, прокопать и добраться до водоносных слоев. И в 20-х годах 19 века он начал эту свою работу сначала как рытье колодца, а потом уже благодаря ученым, которые бывали в городе Якутске, вот в частности Фердинанд Врангель, уговорил Шергина продолжить копать. Но он уже понял, что до воды вряд ли доберется, но Врангель предложил Шергину копать уже с научными целями. И Шергин этой идеей, научным изучением вечной мерзлоты увлекся очень сильно. Копали его колодец, точнее шахту, более 10 лет и прокопали на глубину свыше 100 метров. И вот у нас за спиной здесь наглядное этому подтверждение, этому историческому факту, собственно, это шахта Шергина. Правда, мы с вами ее вот с улицы не увидим. Здесь над этой шахтой построен такой небольшой деревянный домик, но внутри шахта есть. Это совершенно точно, она не засыпана и, ну, в общем, практически действующая, потому что вот в 2010-х годах местные энтузиасты эту шахту открыли и туда спускались с применением спецсредств, потому что дышать в этой шахте достаточно сложно. Вот удивительно, как Шергин ее копал, потому что сейчас туда надо чуть ли не в скафандре спускаться. Но эта шахта Шергина не единственный памятник, который здесь находится. Вот нас тут окружают такие вот руины с двух сторон, потому что русско-американская торговая компания была упразднена в середине 19 века, как известно, и этот квартал был выкуплен городом с целью постройки здесь учебных заведений. То есть после русско-американской торговой компании и всяких вот купеческих дел здесь такой центр образования в Якутске появился. И в конце 19 века было выстроено реальное училище, первоначально в деревянном варианте. Вот остатки ее у меня вот здесь вот находятся у нас перед нами, полусгоревшие. А в начале 20 века деревянное здание было заменено на каменное, которое построили здесь же рядом, и оно вот здесь у нас. За моей спиной каменное двухэтажное здание реального училища. Ну, наверное, современные пожилые жители города Якутска лучше знают это здание как одно из зданий Якутского государственного университета. Вообще история этого дома достаточно интересная, потому что в 1911 году его открыли с большими торжествами как учебное заведение
реальное училище. Реальное училище – это тип заведения в императорской России, где давали обучение с естественно-научным уклоном. То есть если гимназии это были в основном гуманитарный уклон, то реальное училище естественно-научное. Вот. Здание, как я сказал, строили с большим энтузиазмом, открывали с большими торжествами, но, к сожалению, выбрали для него место недостаточно удачное, потому что это место оказалось подболоченным. Для деревянных домов, которые раньше тут стояли, это было не сильно критично, а вот для большого каменного здания оказалось фатальным. Причем к этому добавился тот факт, что здание реального училища – это одно из первых зданий в Якутске с паровым отоплением. Сейчас как бы в каждом каменном доме батарея паровая, все к ним привыкли, а в начале 20 века это была технологическая новинка, которую вот решили применить. Ну, не первый раз, но один из первых разов это был. Ну, а для большого каменного дома первый раз. И это тоже сыграло. Здание буквально на следующий год после своего открытия дало трещину большую. Вот, пришлось учащихся переселять обратно в деревянный дом, а здание как бы ремонтировать. И вообще вся история вот этого многострадального дома – это история ремонтов, потому что оно постоянно трескалось, проседало. И когда его передали уже университету, тоже это происходило. В 90-х годах институты, факультеты перевели отсюда, и здание постепенно приходило в упадок. Мы сейчас наблюдаем, наверное, последние вот уже года жизни этого дома. К сожалению, вряд ли оно подлежит реставрации, но, возможно, его восстановят, то есть перестроят. И мы когда-нибудь увидим на этом месте, вот на самом деле очень красивое, прекрасное здание, большое, обширное, с высоченными потолками. Может быть, мы его увидим, там побываем, пока мы вот проезжаем мимо. Вот мы сейчас на площади Дружбы находимся, и это третье по старине, наверное, место после Старого города и монастыря, потому что именно здесь в 80-х годах 17 века была построена Якутская крепость, точнее перенесена от берега. Вот, то есть от того места сюда, от берега подальше. Ну, опять же, почти ничего не напоминает о том, что здесь когда-то была крепость. И о крепости мы более подробно чуть попозже поговорим. А вообще, это место всегда в 18-19 веках было такой, ну, относительно пустынным, точнее площадью, да? То есть можно сказать, что это одна из старейших площадей города Якутска. И если сейчас эта площадь, это такой научный и духовный центр, культурный, поскольку здесь вот находятся различные научные институты, и вот здесь театр оперы и балета, то в 18-19 веках это был центр административный, потому что вокруг остатков крепости группировались различные административные учреждения. Здесь стоял дом воеводы, канцелярия воеводская, воеводское казначейство, областное казначейство и различные амбары, хранилища, где вот государственную собственность хранили, а также здесь был в 17-18 веках еще городской торг, то есть здесь находились лавки якутских купцов. Где-то к началу 20 века связано с преображением этого места, поскольку якутским губернатором был назначен достаточно известный человек, звали его Иван Иванович Крафт. И только прибыв в Якутск, Крафт заметил, что у Якутска большие проблемы, как мы сейчас говорим, с озеленением. И одним из первых его предложений было устроить городской сквер. Это было такое новаторское предложение для старого Якутска, потому что никогда об этом тут раньше не задумывались до Крафта. И подыскали место, это место вот оказалось вот это вот. Буквально где мы сейчас стоим, ну не рядом, находились ворота в этот городской сквер. Опять же, сохранились старинные фотографии интересные этого места. Место было засажено березами и цветами.
в середине здесь находился фонтан. Кстати, вот первый фонтан города Якутска. Да, но сквер просуществовал недолго. После революции это место подзабросили. Первоначально здесь находился мемориал павшим в гражданской войне, но потом его перенесли на городское кладбище. Пустырь оставался, какое-то время простоял, пока вот не было принято решение построить здесь театр оперы и балета, который и сейчас благополучно стоит, куда все горожане любят ходить. Скажи, пожалуйста, еще помимо того, что вот сквер, да, ну, место отдыха, да, в начале 20 века всех горожан, место притяжения, что вообще в этом сквере проходило, может, какие-то культурные мероприятия? Да, это то, что здесь проходило, нам, в принципе, достаточно хорошо известно, потому что как раз активно начала выходить местная якутская печать. И вот в газетах того времени достаточно подробно описано, как вот проводили свой отдых горожане в этом сквере. Известно, что вот летними вечерами сюда любили собираться местные жители. Здесь играл полковой оркестр якутских казаков. Вот работал фонтан, продавали, ну, сладости, да, наверное, что-то вот перекусить. И вот здесь вот прогуливались, такой отдых был. Причем допускали сюда не всех подряд. Я, как говорил, тут были ворота. Вот у ворот стоял обязательно казак. И пропускали только, как написано, прилично одетых горожан. Дресс-код, да? Да, был дресс-код сюда, для того, чтобы вот на эти вечера попасть. Иван Иванович Крафт, он как губернатор оставил после себя, ну вот... Много интересного. Да, много интересного. Вот сквер, различные учреждения при нем открылись, строительство как бы зданий, да, красивых. Но вообще, какой памятник рассказывает про Крафта? Если посвящен ли ему Крафту памятник, как вот героический? Да, посвящен. Вообще, как бы память Крафта увековечена, во-первых, тем, что он навечно занесен в список почетных граждан города Якутска, а во-вторых, в память о том, что вот здесь когда-то по его инициативе был разбит первый городской сквер, а здесь вот на этой площади есть небольшой остаточек, можно сказать, вот этого сквера вот здесь. И там стоит памятник Ивану Ивановичу Крафту. Мы мимо него вот проедем, чтобы посмотреть и поговорить поближе о Якутской крепости. Хорошо. Есть еще, да, интересные места. Театр оперы и балета всех нам, да, но давай еще немножко 17 век. И, может, где-то еще копали колодец. Может, какое-то примечательное место было, о котором вообще горожане до сих пор не знают. Да, мы как раз приближаемся к одному из таких мест, где вот я хотел поговорить подробнее о Якутской крепости. А пока что мы вот как раз памятник Ивану Крафту проезжаем. Вот сейчас мы подъезжаем к улице, которая носит название Каландрашвили по имени героя Гражданской войны. Но до революции 17 года это улица Соборная. И называлась она так, естественно, потому что здесь находилась главная церковь не только Якутска, но и Якутии. Это Троицкий кафедральный собор, который мы сейчас увидим, но который, к сожалению, находится на реставрации уже несколько лет. Когда-нибудь его откроют. И Троицкий собор, конечно, важнейшее место для Якутска, хотя бы потому, что сейчас это старейшее здание нашего города. Вот многие как бы думают, что самое старое. Самое старое — это сегодня Троицкий кафедральный собор, которому более 300 лет, который был построен во времена Петра I, то есть в начале 18 века. Строили его где-то 20 лет примерно, с 1708 по 1728 год. А вот и он за забором, покрытый вот лесами строительными.
И когда-нибудь их откроют, и мы увидим вот настоящую подлинную красоту XVIII века. Также Троицкий собор очень важен, потому что это единственный такой маркер, сохранившийся до наших дней, который нам рассказывает о местоположении Якутской крепости. Поскольку сохранились карты 18-19 века, на которых отмечен Троицкий собор, и мы можем соотнести его местоположение с нахождением крепостных стен. И вот сейчас мы въехали вот в скверик за Троицким собором, на месте которого вот в 17-18 веках стояли крепостные стены как раз. Вот Троицкий собор, и мы можем провести такие примерные линии. Вот крепостная стена, она шла от собора вот туда, и вот там вот многоэтажный дом. Сейчас находится, это переулок Жиркова. Вот если как бы прищуриться, да, и вспомнить старинные фотографии, то здесь можно представить себе такую крепостную стену с 3 башнями, которые сохранялись вплоть до начала 20 века. Вот, если проехать буквально несколько метров вперед, то мы как бы окажемся внутри уже Якутской крепости, где опять же стояло множество построек, вот тот же самый воеводский дом, амбары. Здесь же рядом с Троицким собором была построена в 1707 году первое каменное здание, Якутская воеводская канцелярия, которая опять же до наших дней не сохранилась. Но мы знаем, где она стояла, и там проводились, кстати, археологические раскопки. Вот опять же настоящее поле сокровищ, да, вот здесь вот за Троицким собором. Поле сокровищ в переносном смысле для археологов. Какие-то ценности тут, золото и серебро, никто не найдет, естественно, но зато мы здесь найдем свидетельства жизни вот 17-18 века, и причем не обычных горожан, а верхушки управляющие. Вот опять же я говорил, дом воеводы, амбары. Для мужчин, да, и мальчиков, может быть, будет интересно тем, что здесь вот примерно, вот, где мы сейчас буквально стоим, ну, примерно, да, плюс-минус, я имею в виду 10, 20, 30 метров, где-то здесь находился крепостной арсенал. То есть амбар специальный, где хранились пушки, оружие казенное, государственное, там мушкеты, бердыши, вот такое вот оружие. Возможно, что-то от него осталось. Где-то вот там вот вдалеке, близ второго кольца стен, находился пороховой амбар, где хранился порох. Он хранился на отшибе, вот там вот подальше, чтобы случайно не взорвался. Также где-то здесь на территории крепости копали вообще первый колодец. Вот мы уже разговаривали о шахте Шергина. Но Шергин уже это как бы научное изучение скорее. А вот первый колодец копали именно в крепости. Ну, понятно для чего. Для военных целей. То есть, если в случае осады, чтобы у осажденных в крепости был свой источник воды. Да, причем даже имя знаем копальщика, это Якунка Федоров. Вот ему воевода Преклонский в 80-х годах 17 века поручил вырыть такой колодец. Он вырыл его на глубину там, около 10-15 метров, но забросили. О чем написали, кстати, в Москву. Тоже сохранились эти документы. При желании в центральных архивах их где-то можно найти. То есть место такое уникальное. Это вообще одно из моих любимых мест с исторической точки зрения именно в городе. И о котором, к сожалению, вот очень мало знают горожане. Но, надеюсь, вот и посмотрев этот фильм, что-то узнают. Так, ну вот Троицкий собор, он изначально, ну то есть обычно была такая практика, сначала строили, ну, деревянные церкви, да, потом после них каменные, а Троицкий изначально, да, прямо каменным построили. Нет, Троицкий изначально был тоже деревянным, но он сгорел. Вообще вот у деревянных церквей и в Якутске в том числе самая главная опасность это пожары.
потому что свечки, светильники, вот в церквях их всегда было много, и от каких-то случайностей очень часто церкви сгорали. Вот этой участи Троицкий собор не избежал. Был очень большой пожар в крепости в 1702 году. Вот, собственно, скорее всего, он с Троицкого собора и начался, деревянного, и вместе с собором еще часть крепости сгорела, ее так и не восстановили с тех пор. И вот поскольку он сгорел, главный собор, вот специально в Москву направили прошение местные власти построить церковь в камне. И прислали мастеров специально, потому что здесь никто в камне строить не умел тогда. Вот они приехали и построили собор и канцелярию. Первые два каменных здания Якутска. Ну вот, Троицкая кафедральная церковь, она вот, достаточно сохранилась, да, до наших дней. Воеводской канцелярии сейчас нету, но фрагмент где-то можно посмотреть в каком-то музее. Да, можно посмотреть либо только фотографии, либо единственный материальный, значит, остаток ее — это мемориальная памятная плита, которую, значит, высекли, когда это здание открывали в 1707 году. Она хранится в нашем Якутском музее имени Ярославского в постоянной экспозиции, где каждый вот посетитель нашего музея может с этой историей архитектурной ознакомиться. Вот в Якутске, да, достаточно много сохранилось храмовых построек, они отреставрированы, отконструированы, но, наверное, есть, да, какая-то храмовая постройка, чья участь довольно печальная, которая вообще не сохранилась. Да, такая есть. Действительно, большую часть храмов Якутска к началу 20 века построили в камне. И они, естественно, после революции в большинстве своем были закрыты, но сохранились до наших дней. Но есть одна церковь, которая считалась вообще-то одной из самых красивых в городе и стояла в самом центре города, но сейчас ее нет, и мало кто помнит, что там на самом деле церковь была. И мы туда сейчас поедем и посмотрим это место. Вот мы с тобой приехали на улицу Орджоникидзе, и в старые времена эта улица была на границе города. В веке 18 вот за этой улицей город, собственно, и заканчивался. И поэтому улица тоже старинная. Первоначально город Якутск был основан не только как административный и торговый центр, но еще как центр военный. Поскольку служилые люди русского государства, в первую очередь казаки служилые, с момента основания жили в городе Якутске. И в 18 веке якутские казаки образовали Якутский казачий полк, у которого, разумеется, была своя канцелярия, свой штаб, так называемый полковой дом. И стоял он вот примерно вот в этих самых местах. Не сказать, что здесь прям компактно жили казаки, на самом деле казаки жили по всему городу. У нас есть несколько карт, хранящихся в нашем музее, где вот отмечены дома и домовладельцы. Казаки там везде рассредоточены на самом деле. Мы сейчас стоим за гостиницей «Азимут» или «Полярная звезда». Вот там вот она виднеется. Ее фасад выходит на проспект Ленина, а задняя часть на улицу Орджоникидзе. И как раз вот на этом месте стояла одна из красивых самых церквей каменных города Якутска, от которой вот как раз ничего в настоящее время не осталось. И вообще мало кто помнит, что она здесь стояла, потому что снесли ее в начале 20 века, точнее, церковь закрыли, снесли купола, и она уже церковь не напоминала. Может, кто-то из самых пожилых жителей с Якутска современного помнит, что когда-то вот тут вот на месте гостиницы стояло такое невзрачное здание общежития одноэтажного. Вот. Но на самом деле, если бы к этому зданию добавить бы купола, это здание превратилось бы в очень красивую церковь.
церковь Иоанна Предтечи, она называлась. И вот этой церкви не повезло больше всего. Из всех церквей города Якутска ее снесли, ничего не осталось. Но вот место памятное есть, и мы его посетили. И существовал до начала 20 века якутский казачий пеший полк, да? То есть в чем была их функция пешего полка? Ну, первоначально, собственно, в 17 веке казаки – это люди на службе российского государства, которые, собственно, и выполнили вот присоединение Якутии к российскому государству, основали остроги, города, в том числе и город Якутск. Но уже к концу 17-го, начала 18 века они свои вот напрямую военные функции по большому счету теряют. И якутский казачий полк в 19 веке он выделялся среди всех казачьих формирований Российской империи тем, что он числился не по военному ведомству, а по ведомству Министерства внутренних дел. То есть подчинялся Министерству внутренних дел, а не военному министерству, и выполняли, соответственно, они функции в основном охраны, конвоя, курьерской службы. Вот такое их было основное назначение. И надо сказать, что в 19-м, начале 20 века казаков было уже относительно немного. И военные функции здесь в начале 20 века выполнял якутский военный гарнизон. То есть солдаты, которые тут появились в 19 веке еще. Вот ты упомянул про Министерство внутренних дел. Сейчас оно находится в начале улицы Дзержинского. Улица Дзержинского, она тоже, наверное, очень интересная, да? Что-то примечательное в нем тоже есть. Я, наверное, хотела бы о нем услышать. Да. Примечательное действительно есть в этом месте. И настолько примечательное, что мы туда поедем и поговорим на месте. Вот мы сейчас приехали на улицу Дзержинского, но надо сказать, что до революции эта улица по большому счету никак не называлась, потому что по сути ее не было. Вот все, что находится сначала вот улицы Дзержинского до этого места в 18-19 веке, это считалось уже за городом. Разве что это место называлось Мархинская дорога в конце 19 века, потому что здесь вот проходила дорога в Мархинское селение, начиналась. Вот. Но в конце 19-го, начало 20 века район постепенно начал застраиваться. И самые главные и интересные объекты, которые здесь когда-то были, во-первых, это якутская тюрьма или якутский тюремный замок, и второе – это винная монополия. Что такое якутский тюремный замок? Вот многие путают острог с тюрьмой, но на самом деле якутский острог – это чисто крепостное военное сооружение, а тюрьма, конечно, тоже была, но где-то с середины 18 века она была перенесена за город как раз, на северную окраину города. И стояла вот где-то у нас за спиной, туда вот чуть подальше. Тюрьма достаточно известное здание было в городе, благодаря тому, что всегда, мы уже об этом говорили, в Якутске и в Якутии отбывали ссылку и политическую, и уголовную. Якутск был как местом ссылки, так и местом транзита. То есть сюда и ссылали, и через Якутск некоторые ссыльные проезжали дальше. И вот транзитом, когда ссыльные переезжали, пункт передержки вот в якутской тюрьме находился. Поэтому вот якутскую тюрьму не избежали там, например, Короленко, у которого место ссылки была Амга, но в Якутске он был проездом. Вот ночевал он как раз вот здесь вот на будущей улице Дзержинского. Все вот ссыльные большевики, там Орджоникидзе, Ярославский сначала, они тоже в якутской тюрьме были.
Потом в годы гражданской войны и революции тоже в тюрьме попеременно сидели то эсеры, то большевики, в зависимости от того, кто власть брал. Вот. И потом на месте якутской тюрьмы выстроили здание, передали как бы Министерству внутренних дел уже СССР. Ну, тюрьму убрали, но внутренняя тюрьма при МВД все равно оставалась. И вот ее упразднили здесь, я не знаю, года в 60-е, 70-е только. Вот. Еще одно интересное место – это винная монополия. В 1902 году, вот практически вот на этом месте, где мы сейчас стоим, построили большое двухэтажное здание, которое называлось «Винная монополия» или «Винный завод». То есть производили здесь алкогольные напитки на месте. Вообще это была такая проблема якутская еще с 17 века, привозить сюда алкоголь. Единственное, что могли привозить, это водку или хлебное вино. Оно не портилось со временем. А вот, скажем, пиво в Якутске не пили. Не потому, что как бы не любили, а потому что оно производилось из ячменя или пшеницы, которая здесь не выращивалась. Везти сюда было невозможно. Вот здесь вот производили. И начали еще производить белое вино. Тоже из привозных ингредиентов, но на месте здесь. Хоть это такое, ну, тривиальное как бы здание, да, винный завод, но оно было достаточно красивое, потом каменное. И вот в отличие от реального училища, место было на горке, и поэтому здание очень хорошо сохранялось. Винную монополию закрыли после революции. Но вот этими винными запасами, которые этот винный завод наработал, пользовались в 20-е, 30-е еще годы. То есть горожане как бы потребляли эти запасы. Хотя завод уже был закрыт, потом здание это, здесь оно было национализировано, несколько раз меняло свое назначение, пока в середине 20 века здание не передали, опять же, МВД. Здесь несколько десятилетий в здании бывшей винной монополии находился городской отдел милиции, тоже достаточно хорошо знакомым горожанам, ну, старшего возраста. Вот буквально до недавнего времени вот на этом вот месте стояла сторожка винной монополии. Сама винная монополия, к сожалению, сгорела в начале 2000-х годов. Когда там вот отдел милиции находился, он сгорел. Здание снесли. И до недавнего времени все, что вот напоминало о старине, вот эта сторожка, которая вот стояла на этом месте. Но ее сейчас вот тоже нет. А еще дальше туда вот по улице впереди, там, где сейчас современный перекресток улиц Дзержинского и Пояркова, находилось тоже достаточно известное место для горожан. Это кладбище. Кладбище Мучин-Крест, в простонародье известное так. Там не было церкви, это было кладбище для беднейших слоев населения. Для бедняков, для тех, у кого нет родственников, для самоубийц, вот для такой как бы самой низшей категории населения было кладбище. Но опять же его сейчас нет. Оно под дорогой фактически находится. Ну и вот здесь мы выехали за пределы города, как бы уже старого. И это последний наш пункт таких неочевидных мест исторических города Якутска. И здесь наша экскурсия к концу подошла. Так, спасибо тебе большое, Сергей, но я тебя просто так не отпускаю. Я хочу узнать про твои дальнейшие планы, связанные вот именно с историческим местом. Может, для туристов что-то ты придумываешь разное. Расскажи, пожалуйста, открой нам тайну. Да, ну большой тайны тут, может быть, и нету. Но поскольку я работаю в Якутском музее, а Якутский музей – это хранитель истории вообще не только Якутии, но не только Якутска, но и вообще в целом Якутии. Мы разрабатываем различные экскурсионные маршруты, но сейчас вот как бы и в период пандемии, да, и удаленной работы нам пришла в голову такая мысль о создании аудиогида по городу Якутску. Тоже, ну, в своем роде по нетривиальным местам. И аудиогид будет рассказывать именно о самом первом периоде истории Якутска, вот, о том, что не сохранилось, собственно, о том, что немножко об этом мы вот во время нашей сегодняшней экскурсии тоже поговорили. Вот, то есть о 17-18 веке.
Причем для полноты погружения аудиогид будет рассказываться от имени жителя или жителей Якутска 17-18 века. Вот, то есть не сотрудники музея будут говорить, а вот такой голос из глубины веков. Вот мы надеемся, что этот проект получится. И где-то, может быть, в следующем году мы его запустим. Ух ты, уже совсем скоро, очень интересно, да, и я думаю, что этот проект, он по-своему уникален, да, потому что, ну, есть там аудиогиды, которые по известным местам, Старый город. Да, Город есть номер 2. аудиогиды по историческому Якутску, но вот такого, но они в основном о 19 вот именно веке, то есть о том, чем память еще более-менее сохранила. А вот 17-18 век, он из исторической памяти горожан практически полностью выпал. И вот мы хотим восстановить, да, его. Так, ну что ж, Сергей, спасибо большое за экскурсию, и я хочу пожелать тебе удачи во всех твоих творческих начинаниях, и много, что впредь ты выпустил и научно-популярные труды, и труды научного характера, потому что они все равно будут очень полезными для истории и культуры народов Якутии, и чтобы ваши труды пополнили фонды нашей библиотеки, Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Спасибо. Спасибо за внимание, спасибо за пожелания.